Владимир Федоров посетил муниципальное унитарное предприятие «Жилкомсервис» в рамках планово-хозяйственного дня. На сегодняшний день руководитель жилкомсервиса Белаус Лера Сергеевна организовала мероприятие по подготовке наших боксов, бытовых помещений к зиме. А мы с ней вместе прошли по территориям, это было в рамках так называемого субботника. Спасибо вам большое, что вы подаете пример такой. Проверены помещения предприятия и их готовность к отопительному сезону. Есть, конечно, очень большая проблема с кровлей, которую нужно для того, чтобы сотрудники работали в комфортных условиях перекрытия. А устройство для мытья двигателей ребята моют вручную. То есть это порядка 3-5 двигателей. Ремонт их в месяц, это говорит о том, что большая текучка ремонтной работы. Это надо, конечно, комфортно создавать людям. Следующий объект, который надо было посмотреть, это в первую очередь котельная. То есть тепло нам нужно дать в ближайшее время, чтобы в сырых боксах, сейчас, конечно, сырая погода, техника будет заходить мокрая, значит, надо, чтобы было тепло, это в первую очередь, конечно, котельная. Ситуацию на предприятии прокомментировала директор МУП «Жилкомсервис» Валерия Белаус. Безусловно, мы сделаем все, во-первых, чтобы сегодня стабилизировать экономическую ситуацию жилкомсервиса, да, это моя главная цель. Но параллельно то, что происходит здесь на хозяйстве, чтобы нужно понимать, что это не требует больших вложений, это не требует миллионов. Первый замглавы города дал положительную оценку работы предприятия. После посещения МУП «Жилкомсервис» Владимир Федоров принял участие в выездном совещании заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха-Якутия Виктора Романова в строительном округе и ознакомил рабочую группу с состоянием санитарных точек 17 и 43 кварталов. В зимнее время мы все равно должны понимать, что мы не уйдем от мертвых бытовых отходов. И жилкомсервис готов все равно их вывозить. Иннокентий Корякин, Асян Попов, Якутск ТВ.